Бассерон. Впервые о бассероне, еще их называют французская овчарка, стало известно на рубеже 16 века во французской глубинке Босс. Эту породу собак в те времена использовали как охотников, охранников дома и пастухов. В таком виде, как знаем их мы, бассероны впервые предстали на чемпионате в Париже в середине 19 века, а уже в конце того же века их занесли в книгу кинологического общества Франции. Мировые войны значительно повлияли на популяцию бассеронов. Во время боев их использовали как связных или караульных. Сейчас во всем мире насчитывается около 7 тысяч представителей данной породы. Если во Второй мировой про эту породу знали только во Франции, то примерно в 60-х годах 20 века о бассеронах узнал весь мир. На первый взгляд вам может показаться, что эта порода имеет сходство с доберманом, но это не так. Бассероны довольно крепкие и выносливые собаки. Они имеют длинную голову с четким переходом от макушки к кончику носа, плоский череп, слегка узкая морда, сжатые темные губы, крепкие челюсти с крупными зубами и ножницеобразным прикусом. Глаза немного круглые, темных оттенков. Уши, если они не купированные, то прилегают к морде. Туловище у бассеронов мускулистое, сбитое, крепкая шея, прямая спина. Живот весьма подобран, грудь широкая, длинный хвост, лапы мускулистые, большие. Шерсть у этой породы короткая, жесткая, блестящая, имеет густой подшерсток. Окрас шерсти черный, но может быть и рыжим. Согласно стандартам, рост кобелей может достигать от 65 до 70 сантиметров, у сук от 60 до 68. Вес взрослых бассеронов варьируется от 40 до 50 килограммов. Французские овчарки довольно умные собаки, у них отменная память. Главные черты их характера – это спокойствие, послушание, выносливость, бдительность и храбрость. Что касается дрессировки, то ее стоит начинать с самого раннего возраста. Если у вас нет никакого опыта в дрессуре, то лучше отдать бассерона на воспитание опытному специалисту. По натуре представители этой породы – лидеры, поэтому во время дрессуры главное стать для него вожаком, командам которого собака будет беспрекословно потакать. Если же это не показать, то потом собака может стать агрессивной, даже необучаемой. Вообще агрессией бассероны не страдают, но в случае реальной опасности они станут отличными защитниками для вас и ваших близких. К незнакомцам они относятся с подозрением. Не рекомендуется держать их, если у вас в доме есть маленькие дети, так как по своей натуре бассероны прежде всего охотники, да и из-за внушительных размеров могут ненароком травмировать ребенка, хотя они вполне хорошо относятся к детворе. Главное – уважительно относиться к собаке, тогда она одарит вас только добродушным отношением. Что же касается других домашних животных, то бассероны нормально на них реагируют. Хоть французские овчарки и неприхотливые собаки, но содержать их лучше всего в загородном доме, так как в небольшой городской квартире им будет недостаточно места. Еще кинологи советуют не держать их на цепи, так как из-за отсутствия чувства свободы они могут стать агрессивными. Но и не стоит надолго оставлять их одних, особенно в небольшой квартире. К купанию бассероны относятся хорошо, подвергать их водным процедурам рекомендуют раз в год или же по мере загрязнения шерсти. Когти необходимо периодически подрезать, чтобы они не причиняли неудобств вашему питомцу. Глаза и уши рекомендуют протирать влажными салфетками 1 раз в неделю. Что же касается проблем со здоровьем, то бассероны подвержены таким заболеваниям: вздутие живота, ретинопатия, атрофия сетчатки, дисплазия суставов, проблемы с пищеварением. Питание может быть из натуральных продуктов, а может и из сухого корма. В раннем возрасте рекомендуют кормить щенков 4 или 5 раз в сутки. Потом в 4-месячном возрасте можно перейти на 3-разовое питание и после 5-го месяца на 2-разовое. Зрелых собак достаточно кормить 1 раз в день, но с обязательной в течение дня дополнительной порцией корма. Как советуют кинологи, лучше всего давать пищу в одно время, оптимально для этого подходит полдень. Главное, чтобы возле миски с кормом у взрослой собаки была свежая вода, а вот у щенков и кормящих сук всегда должен быть доступ к свежему молоку. Не стоит забывать о витаминах и минералах, которые нужно давать вашему питомцу. Если вам нужен мощный, умный и легко поддающийся дрессировке друг, то бассероны для вас. Они очень похожи на людей, все понимают, на все реагируют, могут даже обидеться. Главное – найти к нему правильный подход, и тогда собственный телохранитель вам обеспечен на долгие годы.